Вот 30-литровый бачок купили. Каждый раз наполняем. За час, наверное, наполняется, потому что нету напора. Вот уже второй месяц Алина Крутова наполняет водой все емкости, что есть дома. Ведра, тазики, бочки. Делать это приходится по ночам. Воду дают дважды в день и только на пару часов. У нас квест какой-то проходит вечером, когда нам дают воду, нормальный напор 1,5 часа. Покупаю ребенка в это время, потом пойду укладывать, а я захочу сама пойти помыться. 10:30 будет, а я не смогу, воды-то уже не будет. На вопрос, почему такое происходит, ответил водоканал. Они разослали сообщение, где сказано, летом резко увеличился расход воды, и она не успевает набраться в резервуары. Оборудование, обеспечивающее работу системы водоснабжения, работает на пределе возможностей. В главном парке города прошел сход жителей. Тема одна – как решить проблему дефицита воды. На встречу пришел директор водоканала и руководитель исполкома района. Они объяснили, водоканал вынужден идти на такие отключения. На весь город работают лишь 13 скважин из 18. Из-за засушливого лета в 5 из них практически не осталось воды. Если они не будут отключать, производить плановые отключения, то произойдет просто-напросто насосы сгорят, и город останется без воды на длительное время. Того, что мы не имеем права допустить. Поэтому происходит отключение воды. Как сообщили в водоканале, ситуацию усугубил вечерний полив огородов. Этим сухим летом общий расход воды в городе увеличился втрое. Так как на данный момент расход завалится за 3000 кубов, от этого нужный объем воды нету. Ни в резервуарах, ни в скважинах. То есть если бы хотя бы в месяц раз были бы дожди у нас в районе и в городе, и сразу подача воды в город в разы уменьшится. И мы сможем восстановиться буквально за день-два, наберем нужное количество воды и уйдем от режимной подачи на круглосуточную. Однако жители города считают, нельзя уповать на погоду. Такие отключения проходят не первый год, и ситуацию давно было пора решать. Это же годами не решается. Что мы в пустыне, что ли, живем? У нас вода кругом. Помимо Волги, тут много родников. Тут в любом месте можно просверлить метра 2-3, и выйдет вода на поверхность. Как объяснили в исполкоме, ситуация под контролем Минстроя. Создана специальная комиссия, и уже прошло выездное совещание в Тетюшах. Ко всему прочему, мы обратились к руководству республики. Руководство республики нас поддержало. И в 2024-2025 годах у нас намечены проектно-изыскательские работы для того, чтобы могли найти дополнительные источники воды, чтобы в летний период население наше в воде не нуждалось. При таком развитии событий Тетюшам не будет страшна никакая засуха, ведь проблема касается только части города, тех, кто проживает на возвышенности, и новые коммуникации в первую очередь нужны им. Рамиль Шайдуллин, Наиль Абдуллин, ТНВ, Тетюши.